Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! С вами очередной выпуск передачи «Якутия в мире». Наш сегодняшний гость – Ниргун Максимов, директор Института Востока Северо-Восточного федерального университета и председатель Якутского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы. Ниргун, добрый день! Расскажите, пожалуйста, нам сначала немного о себе. Здравствуйте! Спасибо большое за приглашение дать интервью. Мне очень нравится ваш проект, я давно слежу за ним в социальных сетях, и мне приятно, что я стал вашим гостем. Если говорить о себе, то я родился в Якутске, закончил 14-ю школу, сейчас больше известно как Саха-политехнический лицей. А после окончания школы я поступил на восточное отделение факультета иностранных языков ЯГУ. Помню, в то время был настоящий бум китайского языка, и в нашем университете не так давно открылась кафедра восточных языков. Конкурс на поступление тогда был очень большой, кажется, чуть ли не до 100 человек на одно бюджетное место. И вот, несмотря на большой конкурс, я поступил и 5 лет занимался китайским языком в стенах нашего университета. Когда мы выпускались через 5 лет, ЯГУ как раз поменял свой статус на федеральный, и мы стали первым выпуском Северо-Восточного федерального университета. Во время студенчества мне еще выпал шанс пройти языковую стажировку в Китае. Мне повезло побывать в Китае как раз в год Олимпиады в Пекине. Это был 2008 год. ЯГУ нас тогда направил в маленький городок в провинции Шаньдун, который назывался Линьи. Это неподалеку от местности, где родился Конфуций, кстати. Потом я еще неоднократно стажировался в Китае, ездил уже самостоятельно повышать свой уровень китайского в Харбин, Пекин. В Китае я еще закончил магистратуру по специальности экономика и управление образованием. А сейчас параллельно работе уже учусь в докторантуре Хэйвэнцзянского университета по направлению прикладная лингвистика. Несмотря на молодой возраст, вы входите в число лучших китаистов нашей республики. Можете рассказать, когда у вас впервые появился интерес к китайскому языку, что или кто повлияли на ваш выбор? Благодарю за комплимент. Я часто люблю говорить, что в деле изучения китайского языка нет предела совершенству. Я уже больше 10 лет связан с китайским языком и все еще продолжаю изучать его. Что касается интереса к китайскому языку, то еще в школе я активно участвовал в олимпиадах по иностранным языкам. И очень хорошо помню, как однажды один из членов жюри, очень уважаемый мной педагог Лидия Михайловна Неворотова, сказала мне, что я прямо должен поступить именно на китайское отделение факультета иностранных языков. И я, недолго думая, внял совету Лидии Михайловны. В моем выборе меня поддержали мои родители, и я подал документы на восточное отделение ФИЯ. Собственно, можно сказать, что на мой выбор повлияла не только Лидия Михайловна, но и в целом популярность китайского языка на тот момент. Почему, на ваш взгляд, нужно изучать китайский язык и культуру Китая? Здесь я бы хотел процитировать Джека Ма, основателя всемирно известной компании Alibaba. Он однажды сказал, что сейчас в Китае принимаются многие важнейшие решения по вопросам мирового развития, и в Китай надо ехать, чтобы принимать непосредственное участие в принятии этих самых решений. Я разделяю эту точку зрения. Ни для кого не секрет, что роль Китая в современном мире, если не лидирующая, то одна из лидирующих точно. Это также и основной и стратегический партнер России на международной арене. Учить китайский язык и заниматься исследованием Китая, я считаю, перспективно во многих отношениях. Только посмотрите, с какой скоростью все китайское входит в нашу привычную жизнь. Если в 90-х годах учить китайский было экзотикой, и у многих Китай ассоциировался с китайским рынком и ширпотребом, то сегодняшний Китай – это абсолютный лидер в инновациях, науке, современных технологиях. Мы все пользуемся телефонами таких брендов, как Xiaomi, Huawei. Почти все заказывают те или иные товары с AliExpress. Вот даже у нас из Якутска есть прямые рейсы во многие города и курорты Китая. Возможно, среди тех, кто слушает этот выпуск, есть те, кто хотел бы начать изучать китайский. С чего стоит начать? Какие источники в интернете или какие курсы вы бы рекомендовали? Сейчас в интернете огромное количество различных курсов и видеоуроков по китайскому языку.
Даже в Инстаграме очень много пабликов, где различные блогеры тоже обучают китайскому языку. Я бы порекомендовал обратить внимание на мотивационный курс известного российского переводчика Дмитрия Петрова, который за 16 занятий обучает азам китайского языка. Хоть и Дмитрий не профессиональный китаист, но он делает это, знаете, в такой очень доходчивой и занимательной форме. Вот именно с этого, я думаю, и можно начинать. Но, наверное, я бы еще порекомендовал и наши курсы. В прошлом году на базе СВФУ при поддержке Генерального консульства Китая в Хабаровске мы открыли китайский культурный центр. И вот как раз-таки в этом центре мы и проводим курсы китайского языка для начинающих. Записаться на курсы могут все желающие. А всю информацию о курсах и других мероприятиях можно найти в нашем паблике в Инстаграме. Паблик называется «Саха Восток» или вот на нашем сайте, который тоже называется saha-vostok.ru. Ниргун, спасибо большое за рекомендации. Я думаю, что к ним обязательно прислушается. Получается, что вся ваша деятельность, и работа, и общественная деятельность, и научная работа, все связано с Поднебесной. Расскажите, пожалуйста, немного обо всем этом. Я работаю в университете, являюсь директором Института Востока и параллельно руковожу работой представительства нашего университета в Китае. Вся моя деятельность в основном связана с международным сотрудничеством с Китаем. В частности, это области образования и науки. Наш университет в Китае реализует множество проектов. Это уже упомянутое мной представительство в Китае, которое мы, к слову, открыли в прошлом году в Харбине. Также мы руководим сетью центров русского языка и культуры в Китае, которые открыты и функционируют на базе наших вузов-партнеров. В целом, наша деятельность в Китае связана с пропагандой СВФУ, привлечением китайских абитуриентов к поступлению в наш университет, ну и также ряд направлений работы, связанных с государственной политикой нашей страны в области продвижения и популяризации русского языка и культуры за рубежом. Если говорить об общественной работе, то с 2017 года я руковожу Якутским региональным отделением Общества российско-китайской дружбы. Это одна из старейших международных организаций, существующих в России, не так давно отметила свой 60-летний юбилей. Основная цель данной организации, если выразиться кратко, то это содействие установлению и развитию дружеских и партнерских контактов между российскими и китайскими организациями. И здесь мы занимаемся не только вопросами образования, такими, например, как помощь и консультации выпускникам школ в поступлении в вузы Китая, но и оказанием содействия местным предприятиям в поиске и налаживании деловых контактов с Китаем. Здесь, например, мы активно занимаемся продвижением туристического потенциала Якутии в Китае. При нашей поддержке 2 туроператора из Якутии уже принимают туристов из Китая. В этом году у нас были большие планы в этом направлении, но, как видите, вмешался коронавирус, и планы мы отсрочили до лучших времен. Отдельным направлением нашей общественной работы является взаимодействие с саха-диаспорой в Китае. Наверное, многие знакомы с нашим информационным проектом «Наши в Китае», в рамках которого мы также, как и вы, берем интервью у наиболее успешных и заметных земляков в Китае. А вот если говорить о научной деятельности, то она у меня протекает в 2 плоскостях. Во-первых, это мои личные научные изыскания в области прикладной лингвистики, которыми я занимаюсь в докторантуре в Харбине. Я занимаюсь исследованиями русских переводов классических философских трактатов по даосизму, написанных на древнекитайском языке в иньяне. Это сложная, но очень глубокая и интересная тема. А во-вторых, это уже в рамках моей работы. Я участвую в ряде научных проектов нашего университета, где моя роль уже больше административная. Это совместные российско-китайские исследования в области окружающей среды и экосистемы Арктики, а также мультидисциплинарные исследования в области управления и социологии образования. Например, с 2016 года наш институт совместно с коллегами занимается социологическими исследованиями китайских студентов, которые учатся в вузах России. В планах у нас также заняться аналогичными исследованиями уже российских студентов, которые учатся в Китае. Сколько якутян, по вашим оценкам, живет в Китае? Какова среди них доля тех, кто там учится, и тех, кто там работает? Официальной статистикой выезжающих в Китай я, к сожалению, не владею, но как-то мы попробовали подсчитать примерное количество студентов из Якутии в Китае. Тогда мы грубо насчитали не менее 500 выходцев из Якутии в разных провинциях Китая. Сейчас, конечно, эта цифра выросла. Вот только по нашей линии ежегодно в Китай выезжает около 100 студентов. Это и студенты, и выпускники СВФУ,
которые едут на языковую стажировку или решили продолжить обучение там в магистратуре или докторантуре китайского вуза. В основном, конечно, выезжают выпускники школ, которые решили получить высшее образование там, в Китае. Тех, кто после учебы остался в Китае на работу или занимается бизнесом, думаю, наберется не менее сотни. Как вы думаете, есть ли у якутян, которые проживают в Китае, желание и возможность помогать развитию нашей республики? Конечно, многие, кто остались работать в Китае или занимаются там бизнесом, в той или иной степени все равно остаются связанными с Якутией. Сейчас как раз нашим обществом дружбы с Китаем планируется активизация якутской диаспоры в Китае. И одной из декларируемых целей как раз-таки является консолидация ресурсов и возможностей наших земляков для содействия развитию связи нашей республики с Китаем. Среди наших земляков действительно есть и успешные предприниматели, и те, кто работает в крупных предприятиях, немало тех, кто работает в сфере образования. И вот, объединив усилия и социальные связи всех наших якутян в Китае, мы сможем получить доступ к очень хорошему инструменту продвижения нашей республики в Китае. Я вот лично вижу очень хорошие перспективы для развития въездного туризма и экспортной деятельности, и, в частности, продвижения наших университетов Якутии в Китае, ну и многое другое. Я уже сказал, что мы активно взаимодействуем с туроператорами в Якутии и помогаем в привлечении туристов из Китая. Я считаю, это уже неплохое начало и хороший показательный пример. Это очень здорово. Надеюсь, что все планы реализуются после стабилизации ситуации с пандемией. Конечно, пандемия внесла свои коррективы в жизнь людей по всему миру. Хотелось бы узнать, какова сейчас обстановка с COVID-19 в Китае. И многие наши студенты, которые учатся в Китае во время пандемии, были здесь, в Якутске, в Якутии. Как у них обстоят дела сейчас? Не возникает ли у них проблем с учебой? Да, Китай первым столкнулся с этой напастью, и можно сказать, что первым и справляется с ней. Обстановка в Китае пока обнадеживающая. На весь Китай сейчас приходится только чуть больше 1000 заболевших. В основном это на юге и приграничных зонах на севере. Почти все якутские студенты вернулись в Якутию. Кто приехал на каникулы и так и не смог уехать обратно. Кто-то вернулся вывозным рейсом для россиян. В то же время в Китае все еще остаются единицы и те, кто там работает на постоянной основе. Конечно, пандемия внесла свои коррективы в учебный процесс по всему миру. Наши ребята все были переведены на дистанционное обучение, а сейчас учебный семестр в Китае уже закончился. Проблем с учебой в целом не возникало ни у кого. Лишь некоторые из студентов, которые учились на языковых курсах, они, например, решили взять паузу в обучении на период ограничений. И возобновят учебу, когда это все прекратится. Сейчас же всех больше беспокоит вопрос, когда же возобновится международное авиасообщение с Китаем, и студентам будет разрешено вернуться в Китай. С российской стороны уже есть послабление и разрешение на въезд, но с китайской стороны пока тишина. Можете ли вы поделиться своими планами по развитию проектов между Якутией и Китаем? За всю Якутию я, конечно, не скажу, но в части образования и науки кое-какими планами поделиться можно, конечно. Например, еще в прошлом году в СВФУ было принято решение о создании совместного российско-китайского института в Китае. Предварительно планируется, что это будет Северный Китай, традиционно более ориентированный на сотрудничество с Россией. Свой взор на Китай направили и другие вузы нашей республики. Например, Высшая школа музыки сейчас активно занимается расширением своих связей и контактов с китайскими партнерами. Думаю, в ближайшем будущем мы услышим о совместных музыкальных проектах якутян с китайцами. Конечно же, постоянным трендом в сотрудничестве с Китаем у нас является создание совместных центров. Уверен, мы продолжим эту политику создания представительств университета и центров русского языка в Китае. Например, у нас есть договоренность с одним из наших вузов-партнеров об открытии до конца года российско-китайского центра по электронной и трансграничной торговле. Надеюсь, этот центр органично дополнит экспортную и импортную инфраструктуру нашей республики. Активно развиваются научные связи с Китаем, и в основном это, конечно, арктические исследования. В ближайшие годы в стенах нашего университета должны состояться ряд крупных международных форумов в этой области.
с обязательным участием китайской стороны. Ну вот в целом, как видите, планы большие. Надеемся на скорейшую стабилизацию обстановки с пандемией, чтобы вернуться в привычное русло. А что значит для нас привычное? Это значит активное и всестороннее сотрудничество с нашими друзьями и стратегическими партнерами, китайцами. Ниргун, спасибо большое за участие в нашей передаче. Желаем вам не останавливаться на достигнутом и удачи во всех начинаниях. Пользуясь случаем, хотелось бы узнать, что бы вы хотели пожелать тем, кто нас слушает. Вам спасибо за приглашение. А завершить я бы хотел распространенным крылатым выражением на китайском языке «Хао хао xue xi, тян тян сян шан», что означает старательно учиться, совершенствоваться день ото дня. Давайте все, несмотря на обстоятельства, двигаться вперед, стараться, и чтобы каждый прожитый день был лучше, чем вчерашний. Друзья, я напомню, что у нас сегодня в гостях был Ниргун Максимов, директор Института Востока Северо-Восточного федерального университета и председатель Якутского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. Удачи вам, до новых встреч!